Да. Кстати, песня Нурлат, это визитная карточка. Да. Ну, Рамиль это называет гимн, а я говорю, это хит. Специально для всех жителей Нурлатского района песня Нурлатом. Нурлат, эмей Нурлат, язымышымыны урап, бәйләп куйдым сиңа, бәхетемә юрап. Нурлат, эмей Нурлат, язымышымыны урап, бәйләп куйдым сиңа, бәхетемә юрап. Браво! Нурлат вперед! Нурлат алга! Здравствуйте, дорогие друзья и сәнмісіз! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы продолжаем наши кулинарные путешествия, и на этот раз мы заехали в город Нурлат. Нурлатский район образован в 1930 году и расположен на крайнем юге Республики Татарстан. Территория района более 2300 квадратных километров. Административный центр – город Нурлат. Ведущее место в экономике района занимает промышленное производство. Это добыча нефти, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. К крупным промышленным предприятиям района относятся Нурлатнефть, Татнефтепромзюзеевнефть, Кондурчанефть, Нурлатское предприятие буровых работ и Нурлатский сахар. В районе развиваются малые формы сельского хозяйства. Всего насчитывается 61 семейная ферма, где занимаются животноводством и растениеводством. В районе осуществляет свою деятельность 50 сельских домов культуры и 6 учреждений культуры городского типа. В самом Нурлате в 2002 году после реконструкции был открыт дворец культуры с концертным залом на 500 посадочных мест. Здесь же расположился региональный музей истории Закамья и города Нурлат. Бигзур Ахмед, Рамиль Бигзур Ахмед. Дорогие друзья, мы сейчас находимся в деревне Верхний Нурлат. Это моя любимая родная деревня и деревня известного татарского певца Рамиля Хаджимуратова. Рамиль, большое спасибо, что пригласил нас. Ассаламу алейкум. Очень приятно. Спасибо, что приехали. Вот вам подарок от Куштаныш? меня. Куштаныш. Этот кышталь называется татарский. Этот блюдо такое. Этот вот диск мой вам на вашу передачу. Сразу два диска. Это первый диск Рамиля, это второй диск. Да. Рамиль Бигзур Ахмед. Но этот кышталь, наверное, Рамиль, ты не сам приготовил? Нет, конечно, это мама приготовила. Ну, маме твоей большое спасибо, Бигзур Ахмед. А ты сам умеешь готовить, нет? Конечно, умею. Ну, тогда давайте начнем. Итак, Рамиль, расскажи, что мы будем готовить сегодня. Мы сегодня будем готовить тутарган таук. Это наш национальный Визитная карточка. Карточка Нурлата. Встречаем гостей. Тутарган таук, баурсак, и каравай. Каравай. Да. Все это у вас на столе всегда. Всегда на столе. Но действительно, Рамиль говорит правду. Сколько раз я приезжал в Нурлатский район, и всегда вот турган таук. Это очень вкусное блюдо, но я его ни разу не готовил. Неужели мужчины могут такое блюдо приготовить? Ну, как нельзя. Попробуем? Попробуем, давайте. Мясо птицы у татар особо почитаемо, а курица, фаршированная яйцами, – гордость. В чем особенность? В способе приготовления. Курица фаршируется между кожей и мясом яично-сливочной смесью. Тутарган означает наполненная, а таок – курица. Курица наполняется жидкой смесью и аккуратно отваривается. Подают курицу с гарниром или с куриной лапшой токмач. Так, с чего начнем? Курица, вот эта деревенская курица. Кстати, обратите внимание, какая желтая курочка. Аул тауха, деревенская курочка. Так. Картошка деревенская новая. Это, кстати, здесь вот прям в деревне Верхний Нурлат выращена. Сейчас только вытащили. Ну? У нас юморка. Да, деревенские яйца. Яйца. У нас сливки. Но сливки, яйца нам нужны будут как раз вот для начинки, да? Для начинки, да. Берем яйца. Ага. Это начинки уж. Да, и разбиваем. Да, сколько яиц примерно? 12 яиц. 12. Да. Так, Рамиль, ну и, конечно, у меня первый вопрос. Ну, сколько лет вот нашей родной деревне Верхний Нурлат? 400 лет, наверное, было. 400 лет? Да. И вот здесь такой красивой деревне рождаются такие таланты, как Рамиль. Конечно, у самого города Нурлат история не такая древняя, но достаточно интересная. Вообще, Нурлат был основан как пристанционный поселок в связи со строительством железной дороги. От маленькой будки, стальной однопутки, и начал свою жизнь наш Нурлат. Это называется
15 июля 1909 года вот в этой железнодорожной будке поселился первый сторож. Это Столыпинские реформы, освоение Сибири и наш город, зарождение нашего города как станция Волго-Бугульминской железной дороги. 1909 год – год рождения нашего города. В то время строительство железной дороги велось с помощью лопат и лошадей, но дорога была готова уже через 2 года. 28 августа 1911 года здесь прошел первый поезд. Затем были построены первые дома, вагончики и здания депо. В годы Первой мировой и гражданской войн железная дорога пришла в запущение. Чтобы привести ее в порядок, потребовался не 1 год. Спустя несколько десятилетий железная дорога перешла на электрическую и тепловую тягу. Первый тепловоз пришел в Нурлат в июле 1962 года. В 1930 году Нурлат становится центром района. В 1938 году Нурлат получает статус рабочего поселка, а в 1961 году статус города. Рамиль, расскажи, пожалуйста, нам про свою семью. Семья у меня, нас 2. Брат, мать. Отца нет, отец умер в 1977 году, как я родился. Потом женился 11 лет тому назад. Вот недавно только родились дети. 2, я знаю, Рамиль, мальчик и девочка. Мы тебя поздравляем. Аллах шикр. Вот. Растем детей. Мать живет в деревне, я сам живу в Нурлате, в своем доме. То есть все-таки из родной деревни переехал в город. Да. Так, Вот. все, кстати, у нас можно сливки добавлять. Да. Так, добавляем сливки. Получается, начинку у нас, кстати, соль надо будет, да? А давай я буду перемешивать. Рамиль, какие вот блюда готовите? Вот жена что готовит? Мама? Я люблю картошку. Как настоящий татарский мужчина. Да, Так, картошка. добавь соль немножко. С чем картошка всем связана, Угу. все люблю. Пыстовый, ичпичмак, То есть везде, где присутствует картошка, все эти блюда Да, у тебя на ура. да, на ура, да. Но, Рамиль, а давай вспомним, во сколько лет вот ты все-таки узнал, что у тебя есть голос? Петь-то мы все вот поем, да? А так, чтобы кто-нибудь сказал, Рамиль, ты же красиво поешь. Когда это было? Я как родился, мне... Ага, ты начал сразу петь. Да. Сосед у меня был, Фаритовый. Ага. Он научил на гармошке играть. Каждый день ходил, замучил его, давай, мадам, учи меня. И потом петь, сюда, гармошку играешь, начал петь. Потом в школе уж начал, потом в институт поступил. Какие вот у тебя любимые песни есть? Давай вот сейчас для наших зрителей исполним уже. Я думаю, пора еще одну песенку. Так, у меня любимая песня «Мәңгелек ярымсин». Автор этой песни Фавзияпа Мухамматова. Кстати, она в нашей деревне живет. Вот в нашей деревне Союз писателей, она участвует. Входит в Союз писателей Татарстана. Да. Вот я лично вот ее слова люблю. Вот пою ее песни. Күзеләремне күзеләреңә текәп, назыларыңда килер исем, иң кадерле кешең булып кына, янәшәңдә килер исем, жанымның яртысы, мәңгелек ярымсин, сөйіп һәм сөйелеп, туялмас барымсин, жанымның яртысы, мәңгелек ярымсин, сөйіп һәм сөйелеп, туялмас барымсин. Бигзур Ахмед. Рамиль Кажимуратов сегодня принимает нас в Верхнем Нурлате. Бигзур Ахмед. Заметил, даже рыбы аплодируют тебе, Кундершадан. До такой степени красивый голос. Готова у нас начинка, и сейчас самый ответственный момент. Берем курицу. Курицу нам подготовили, очистили. То есть вот эту часть полностью прошили ниточкой. Да, для того, чтобы начинка не выливалась. Ну и, в принципе, процесс, наверное, легкий. Да, сейчас я попробую. Потихоньку надо. Или не сможем мы? Сможем, все добре. Самое сложное, чтобы начинка проникла между кожей курицы и мясом. Да, правильно. Слушай, ну, я, конечно, могу на себя взять ответственность, да, Рамиль, но я думаю, я не смогу. Я тоже думаю, не смогу. Надо здесь женская рука надо. Женская помощь. Да, помощь. Кого же мы пригласим? Давай жену-то. Твою супругу? Да, супругу. Айле, матром Айделе. Исян Мессес, Исян Руслан, поможешь нам, я пожалуйста? с удовольствием помогу вам. Вот, я тебе передаю курочку, вот здесь начинка. Давай по-семейному сделаем. Да, я согласна. То есть вместе дуэтом будете, Да, да? дуэтом будем бить. Кстати, здесь, в Верхнем Нурлате, в нашей деревне, уже очень много-много лет работает конезавод. Кстати, как он, Рамиль, сейчас живой? Конзавод у нас пока работает.
все нормально. Лошадь скачет, скачка проходит везде. И в Москве, везде, куда зовут, туда ездят ребята. То есть вот не зря на вашем гербе нарисована лошадь. Все-таки Да. лошадь это символ Нурлатского района. Да. Дорогие телезрители, напоминаю, что мы сегодня гостим в городе Нурлат. Кстати, в переводе с татарского название города означает «лучезарный конь». И здесь, на центральной площади, установлен памятник символу города. Монумент Нурлаат, изготовленный из бронзы, был установлен в 2004 году. Автором этого монумента является известный в Татарстане скульптор Кадим Джами. Местные жители гордятся этим монументом, ведь нурлатцы привыкли всегда быть на коне. Что слышится в слове «нурлат»? Нурле – лучезарный, скакун – это ад, здоровье и сила цветущих лугов у здешних подобных лучу скакунов. Это зал, он проектный зал, грантовый зал и посвящен именно нашему символу города. Детям мы здесь рассказываем о том, что мы гордимся тем, что все мы немножко лошади. Ведь лошадь – это прекрасное живое создание, которое не только красивое, но еще очень трудолюбивое. Мы начинаем рассказ с 5000 лет тому назад, когда была освоена лошадь, и, собственно говоря, с этих пор человек и лошадь, они идут в одной упряжке. И если вы посмотрите на карту нашего района, она тоже как бы бегущая лошадь, вот именно в прыжке, в беге – это красивое живое создание. Дорогие телезрители, обратите внимание, вот как аккуратно заливается наша начинка. Очень красиво получается. И потом, когда ты это готовишь, конечно, получается очень вкусно, да? Очень вкусно. Вот так вот Пальчиками. семья Хазимуратовых готовит Руслану Шарафудинову вкусный обед. Рамиль, расскажи, пожалуйста, вот в Нурлатском районе какие традиционные праздники проходят? У нас в Нурлате традиционные праздники. Уяв есть. Уяв это чувашский праздник, да? Да, чувашский праздник. Сабантуй. Все гости приезжают с Казани, с Москвы. Даже с Турции даже приезжают, турки. Вот. То есть мы все в Турцию едем, Да. а турки, наоборот, в Нурлат приезжают. Да. Мы отдыхать едем, они здесь Сабантуй приезжают смотреть. Рамиль, ну ты, наверное, на каждом сабантуе выступаешь, да? Аллах шикар, все, выступаем, везде выступаем. Вот только приехали тоже, последний Сабантуй был в Светлом озере. Здесь вот рядом деревня. Да, деревня, да. Матери деревня. Какие песни вот поешь? Есть такие веселые какие-нибудь песни, вот, которые ты поешь на сабантуе? Исполни что-нибудь. Нурлат, там вот есть песня. Да. Кстати, песня Нурлат, это визитная гимн. карточка. Да. Да. Ну, Рамиль это называет гимн, а я говорю, это хит. Да. Кстати, сколько ей? Лет 20, наверное, этой песни уже, да? Я думаю, да. Специально для всех жителей Нурлатского района песня Нурлатом. Üzerlikte kualıkıp, yıldız sımanı balıkıp, Görünesin nırlat yıraktan. İzge tuğanı jirim, Sina digene jirim, Mən bulup tügeyle yürekte. Nırlat emey nırlat, yazmışımını uğrap, Beylep koydum sina, Bəxtime yurap. Nırlat emey nırlat, yazmışımını uğrap, Beylep koydum sina, Bəxtime yurap. Браво, браво. Нурлат вперед! Нурлат алга. Рамиль, кстати, вот ты в песне спел только что «Бейлеп куйдым синга». Ну. То есть завязал. Прямо сейчас нам надо завязать горлышко нашей Обязательно. курицы. Давайте завязывайте. Давай. Для того, чтобы начинка Стоп, не да, разлилась. да. Готовим мы курицу в бульоне, и готовить мы будем, конечно же, сегодня на природе, на огне. На костере. На костре, да. Поэтому, дорогие друзья, буквально одна небольшая пауза, и мы переходим уже к костру, да? Да. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы гостим в Нурлатском районе у Рамиля Хажимуратова в деревне Верхний Нурлат. А готовим мы сегодня тутарган тавок. И сейчас нашу курочку вместе с картошкой и луком отправляем в казан. Казан. Киттек. Алга. Рамиль, а давай вспомним вот наши детские времена, когда мы с тобой здесь, вот Кандарша Буинда, вместе ходили, пели песни. Давай ты сейчас споешь, а я Давай. отправлю все в казан. Давай. Бубиди бәхеттене, Үзді бәхеттеңені. Yok yıkılama yiğitim, yıkılama. Ayınları ay iken, Suyu bilen tuluşa iken, Ayınlardan yaktı nuru tamam. Ayınları ay iken, Suyu bilen tuluşa iken, Ayınlardan yaktı nuru
Рамиль, пока наша курочка готовится, я предлагаю порезать зелень, которой мы украсим наше блюдо. Ты Что ты укроп возьмешь? будешь? Ты укроп? Давай я укроп, Давай. а ты тогда зеленый Я лук. лук. Рамиль, вот тинджерлысинг, поешь. А вообще, ты работаешь хоть, нет? Работаю, А вообще, да. вот, где работает нурлатский народ-то? У нас нурлатский народ этот. У нас есть сахарный завод. Он основался 1958 года. То есть на следующий год 60 лет 60 лет, Нурлатскому да, сахарному заводу. Очень большой завод. Кстати, песок такой вот прям Да, песок. желтоватого Во, цвета. во, во. Говорят, кстати, что даже в Нурлате его очень сложно купить. Вот, купить, да, правильно Но сказал. через Рамиля можно. Хорошо, а где еще? Вот я знаю, мы, кстати, когда с Казани ехали, нефтяные вышки везде. Это альметьевские нефтяные вышки или Не, нурлатские? это Нурлатские, МГДУ Нурлатнефть, Зузеевнефть. Они вот очень сильно работают. Малые нефтяные компании, малые. У нас дорожники хорошо работают. Сельскохозяйство этот процветает. Колхозы, нормально все. Но, кстати, вот про сельское хозяйство это 100%. Вот Да. в Нурлатском районе все поля всегда засеяны. Бассейны, да. И Вовремя все. всегда по урожаю Нурлатский Урожай. район был Вот. на лидирующих Вот. позициях. Я почему хвалю, потому что я здесь вырос, поэтому знаю. Вот. То есть жители Нурлата и работать умеют, и отдыхать. Отдыхать умеют, да, правильно сказал. А отдыхать вот так вот, как всегда. Да, на природе. На красивом берегу, Да. например, реки Кондурча. И, кстати, очень много озер ведь здесь у вас тоже. Да, озер много. Так что, дорогие друзья, захотите красиво отдохнуть, приезжайте куда? Нурлат. Конечно же, в Нурлат. Ну, а у нас все готово практически, да? Да. Давай накроем на стол и будем пробовать тутар-хантаук. Тутар-хантаук. Сначала подготовили куриную тушку. Мясо отделили от кожицы, а брюшко зашили. Далее подготовили начинку. Яйцам добавили сливки, приправили солью и хорошенько взбили венчиком. Полученную яичную смесь влили через шею между кожей и мясом. Кожу на шее крепко привязали ниткой. Подготовленную курицу отправили вместе с луком и картофелем в казан с кипящей водой и варили 1,5-2 часа. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Все красиво, Рамиль. Отлично. Ля-ля, Бекзур Ахмед за помощь. Вместе с семьей Хаджимуратовых мы накрыли шикарный стол и надо уже пробовать. Обязательно. Так, здесь бульончик, так, свежая зелень, Да, нурлатская, да, пожалуйста, да, чуть-чуть. пожалуйста. Зеленый лук опять-таки. И самое главное, обратите внимание, дорогие друзья, этот цвет курицы, она и так была, конечно, желтенькой, да, но вот именно так я покажу. Получается, вот смотрите, какой красивый слой. Это как раз наша начинка, курочка. Можно руками, по-деревенски Попробуй, брат. возьму. Ай, далее. Сейчас бульончик перемешаем, бисмилля рахман рахим, пробуем. Так, сначала бульончик. Ай. Ну а сейчас курочка. Давай. Рамиль. Кстати, наш М. нурлатский хлеб, брат. Уважаемые телезрители, попробуйте. раскрою секрет. Это мой самый любимый хлеб нурлатский. Очень вкусный. Во. Все получилось. Биг там ляхам пайдалы. Рамиль, ля-ля, Бекзур Ахмед за такой красивый стол. Большое спасибо. И вот, конечно, я в Нурлате вырос, но еще раз убедился, что Нурлатский район умеет принимать гостей. Бекзур Ахмед. Оставайся, брат. Остаюсь? Оставайся, Ля. Слушай, отличная идея. Дорогие друзья, я думаю, и следующую программу мы проведем здесь же, в Нурлатском районе. Амин. Аминь. Ну а сейчас финальная красивая песня от Рамиля Хаджимуратова. Новая песня Фаузия Мухаммедова сөздері, Сабит Миниканов музыкасы «Біз Нурлат» егетлері. Яшінәп үза яшілігі біз, тұрайтып әп ерімі біз, бәйгілерді мәйдан тұтып, бір кімге білі берімі біз. Біз Нурлат егетлері деп, ғұрланыр шағы біз. Тіләсәк дөньяның үзен, сыйдыра кышагыбыз. Без Нурлат Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждый день на канале ТНВ. Тіләсәк дөньяның үзен, сыйдыра кышагыбыз. Алға. Давай.